Меня зовут Абусакова Гульмайра Нурлановна. Я учитель английского языка в школе-лицее номер 4 имени Абая в городе Сатпаев. В этом видео речь пойдет о past simple, прошедшем простом времени. Мы рассмотрим, как образуется past simple, как используется, и, конечно, затронем тему regular and irregular verbs, правильные и неправильные глаголы. Past simple – самое нейтральное прошедшее время, если нужно обозначить факт совершения действия в прошлом без указания на результат либо на длительность, то мы используем именно это время. Например, yesterday I went to the cinema. Вчера я ходила в кино. I finished work 15 minutes ago. 15 минут назад я закончила работу. We went to Almaty at the last week. Мы ездили в Алмату на прошлой неделе. Ну а мы переходим к вопросу, как образуется past simple, как строится предложение в прошедшем простом времени. Возьмем такие три предложения. He called me yesterday. Он позвонил мне вчера. I cooked lunch for my family. Я приготовила ужин для своей семьи. They painted the walls light green. Они покрасили стены в светло-зеленый цвет. Для того, чтобы образовать форму прошедшего времени в глагол, в основной глагол, тот глагол, который дается нам в словарях, прибавляется окончание ed. Например, call – called, cook – cooked, paint – painted. И вот следующее, на что нужно обратить внимание, это на произношение этих окончаний. Дело в том, что при прибавлении ed, окончания ed, глагол может произноситься по-разному, в зависимости от того, на какой звук оканчивается глагол. Pay attention for the sound. Обратите внимание на звук, а не на букву. Итак, как правильно читается ed? Если глагол оканчивается на глухой согласный звук, кроме звука т, то окончание ed мы произносим как т. Watched, looked, cooked, helped. Если глагол оканчивается на звонкий согласный звук, кроме звука д, то окончание ed мы произносим как д. Opened, called, played, loved. Если глагол оканчивается на такие звуки, как т и д, то при прибавлении окончания ed звук дает нам звук id. Painted, invited, ended, wanted. Если глагол оканчивается на букву y, но перед y стоит гласный звук, то окончание ed прибавляется без каких-либо изменений. Play, played. Но если глагол оканчивается на y и перед y стоит согласный звук, как в слове cry, то букву y мы меняем на I и затем прибавляем окончание ed. Cry, cried. Study, studied. Таким образом, мы рассмотрели, как образуется предложение в past simple. Еще раз обратите внимание, что в английском языке идет строгий фиктивный равнопорядок слов. И обязательно предложение должно начинаться с подлежащего, с субъекта, а уже за подлежащим идет сказуемое. Глагол действия. Никак порядок слов утвердительных предложений поменять нельзя. Подлежащее плюс сказуемо, существительное плюс глагол, местоимение плюс глагол. He called me yesterday. Ну а дальше мы переходим к тому, как образуются вопросы и отрицания в past simple. Для того, чтобы образовать отрицательное предложение, мы используем вспомогательный глагол did с частицей not, которую ставим перед основным смысловым глаголом, без окончания ed, так как глагол did уже стоит в прошедшем времени. Глагол did образован с инфинитивной формой глагола do, do – делать, did – сделал, делал. Вспомогательный глагол did не несет никакого лексического значения в вопросах и отрицаниях. Он служит кирпичиком, который позволяет построить предложение.
He did not call me yesterday. Он не позвонил мне вчера. I did not cook lunch for my family. Я не приготовила ужин для своей семьи. They did not paint the walls light green. Они не покрасили стены в светло-зеленый цвет. Далее переходим к вопросительной форме глагола в past simple. Итак, попробуйте задать вопрос. Он позвонил мне вчера? Right. Did he call me yesterday? Итак, в вопросительной форме также используется вспомогательный глагол did, но уже в начале предложения, то есть перед тем, кто совершает действие, перед подлежащим. Did he call me yesterday? Did you cook lunch for my family? Ты приготовил ужин для моей семьи? Did they paint the walls light green? Они покрасили стены в светло-зеленый цвет? Вот такие вопросы в английском называются общими, но есть еще и специальные вопросы. Чтобы образовать такие вопросы, их нужно поставить перед глаголом, ну а дальше порядок предложения будет как в основном вопросе. Например, спроси: What did you cook? Что ты приготовил? When did they paint the walls? Когда они покрасили стены? Но в вопросе с вопросительным словом who, кто, вспомогательный глагол did не используется. Мы ставим глагол who перед смысловым глаголом. Значит, если в утвердительном предложении было предложение He called me yesterday. Он позвонил мне вчера. Мы меняем слово he на вопросительное слово who. И у нас получится вопрос. Who called me yesterday? Он позвонил мне вчера? В этом случае только с вопросительным словом who вспомогательный глагол did не используется. С всего своего исторического развития есть глаголы в английском языке, которые образуют форму прошедшего времени. Они меняются по-другому, не так, как происходит с правильными глаголами. То есть не используется окончание ed. Такие глаголы в английском языке называются неправильными, irregular verbs. Каждый из этих глаголов имеет свою форму прошедшего времени, которую нужно запомнить. Итак, irregular verbs – неправильные глаголы. Как образуется утвердительное предложение, вопросительное и отрицательное с неправильными глаголами? Возьмем такие три примера. We went to the cinema last week. Мы ходили в кино на прошлой неделе. I drank coffee 10 minutes ago. Я выпил кофе 10 минут назад. То есть все точно так же, подлежащее плюс сказуемое. Единственное то, что вы используете вторую форму, то есть второй столбик из таблицы неправильных глаголов. Go, went. Drink, drank. Если это вопрос, либо отрицание, то мы используем вспомогательный глагол did. Единственное, на что нужно обратить внимание, если в случае с правильными глаголами мы убирали окончание ed, в этом случае с irregular verbs, с неправильными глаголами, мы используем первую форму неправильного глагола. Значит, если went, мы используем go. Если had, мы используем have. For example, we did not go to the cinema. Мы не пошли в кино. На did not go это отрицание. Значит, вместо went мы взяли первую форму этого же глагола. Значит, это go. I did not drink coffee. Я не попил кофе. Drink, drank. Первая форма drink, вторая форма drank. И в вопросе точно так же используется первая форма неправильного глагола. Did you go to the cinema? Ты ходил в кино? Итак, подведем итог. When do we use past simple? Когда мы используем past simple? We use past simple with finished actions, states or habits in the past when we have a finished word. Значит, мы используем past simple, если действие либо событие, произошедшее в прошлом, закончено
или если мы говорим или знаем о времени совершения этого же действия. Итак, ребята, на этом наш с вами урок закончен. Learn English, learn irregular verbs, учите английский, учите список неправильных глаголов. Goodbye!